Нам, как и тысячи других студентов России, посчастливилось попасть на федеральную студенческую весну. На фестивале царит атмосфера креатива, а конкурсанты вкладывают душу в свое творчество. Казалось бы, все просто. Приехали, показали себя и свои таланты, и все. Однако с каждым годом мы, как участники, замечаем, что реальность гораздо суровее. Неудобные условия проживания, неорганизованность и санкции. С этим сталкиваются делегации каждый год. Что ж, пойдемте разберемся и узнаем, как обстоят дела на самом деле. Первое, с чем студенты знакомятся на фестивале, это их место проживания. Делегаций приезжает много, поэтому ребят рассредоточивают по всему городу. Как показала практика, все участники попадают в разные условия. Одни живут в комфортном отеле, другие в общежитии. Так, например, второе место проживания досталось Лилии из делегации Иркутской области. По словам девушки, она удивилась, когда впервые увидела свою комнату. Вокруг были необжитые стены, пыль и насекомые. Возможно, действительно для нас не хватило места, нас вот поселили туда, куда можно было поселить. Очень было некомфортно, что насекомые разные. То немножко страшно, что привезешь к себе в город саратовских друзей. И, конечно же, не думали о том, что ночью будет так холодно, кровати будут такими скрипучими, пружины будут такими торчащими. А вот делегации Томской области не повезло иначе. Инструменталисты Горвитан комфортно чувствуют себя на их туристической базе «Волжские дали». Однако она находится примерно в 20 километрах от Саратова. Из-за такой отдаленности от площадок фестиваля ребята тратят на дорогу более часа. А шаттлами не всегда удается воспользоваться из-за сбоев в расписании. Добираться очень долго, а на такси возвращаться вечером с площадок очень дорого. Где-то часов 9 вечера, 10 не всегда получается поймать шаттл. Пока мы дойдем, загрузим инструменты, такси, где-то 1300 в одну сторону. А так как нас трое, а инструментов больше в 2 раза, чем нас, иногда приходится вызывать по 2 такси, а это уже 2600. Кроме того, коллектив столкнулся со сложностями на площадке направления вокальное. Для репетиции каждого участника организаторы выделили время, недостаточное для полноценной настройки инструментов. Так ребятам для саундчека предоставили лишь 1,5 минуты. В наше определенное время чека мы успели зайти на площадку и, собственно, подключиться. Больше мы ничего не успели. То есть прогнать, настроить себе в мониторах звук хороший мы не смогли. И вот нам, благо, предоставили возможность между блоками, между отделениями это все сделать. Кроме жилищных и организационных неполадок, участники студенческой весны столкнулись с так называемыми актами. Это документы, которые фиксируют нарушение положения и регламента фестиваля. Получить акт можно за несоблюдение правил, в частности продолжительности номеров, таймингов выполнения задания и неуказания в заявке реквизита или участникам. С одной стороны, да, это было справедливо. Но, с другой стороны, перед тем, как использовать этого участника, как не участника, человека, который просто подал микрофон с зрительного зала на сцену, мы об этом уточнили, нам разрешили это сделать, не предупредили о последствиях, и в итоге выписали акт. На делегацию можно составить неограниченное количество актов. Как отмечает руководитель регламентно-протокольной службы Динар Хафизов, после 5-го документа они имеют право вычесть 2 балла из результатов региона в общем командном зачете. Соответственно, да, из общего командного зачета фиксируют, потому что это объективная цифра, дисквалификации никакой нет. Все это необходимо для того, чтобы эффективно проходил процесс программы фестиваля по различным направлениям. По нашим наблюдениям, несмотря на неудобства, участники наслаждаются фестивалем, а значит, не все потеряно. Как говорил идеолог Ганди, если желаешь, чтобы мир изменился, сам стань этим изменением. Возможно, они произойдут и на студенческой весне, но только тогда, когда причастные к ней начнут слушать друг друга. Софья Мальцева, Олег Хохлов. Специально для Российской студенческой весны. Саратов.